Он и школу кончил с золотой медалью, и институт закончил с красным дипломом. Более 17 лет возглавляет компанию. Это само по себе уникально. Он настоящий созидатель. Сейчас нашу компанию все уважают и все на слуху, потому что ЖДЯ – это сила. Насколько вот он хороший человек, насколько он внимательный к нам, к простым людям. Очень уважительно относится к молодым людям и уважает старшее поколение. Если Василий Владимирович сказал, что он это сделает, значит, он это сделает. Привез мне даже Ладу Дэнс, чтобы я с ней поцеловался. Понимаете? Без остановки о чем-то думает, куда-то передвигается. Надо отнести вот к золотому фонду нашему Василия Владимировича Шимохина. Августа я приехал сюда, мы приехали с первыми машинами, и сыпалась дорога на Синегорье. Тогда еще поселка Синегорье не было, просто отсыпалась вверх автомобильная дорога. Так вот и начиналось Синегорье, наша любимая. Сами строили, вот кто работал, тот и строил. С этой стороны вот коттеджики были, в коттеджиках, значит, уже как бы побольше жили. А первые переселенцы, скажем так, Солек, мы жили вот в этих домиках. Дорога железная, как ниточка тянется, а то, что построено, все людям останется. Василия Владимировича я первый раз увидела в райкоме комсомола Алданском. Была я тогда и работала, значит, секретарем райкома комсомола. И мы, зная, что он пришел вставать на учет, ходили по одному и смотрели, и знакомились, кто же такой Шимохин Василий. Запомнились его усы, стоячий чупик, да, энергичный человек, как всегда. Костюм синего цвета. Василий Владимирович, это его картина «Белая рубашка», руки вверх, идеи обсуждаются на ходу. Он проявил себя сразу таким активным общественником, сразу стал свой парень среди всех наших комсомольцев-активистов. В дальнейшем, когда уже пошли штабы ЦК ВКСМ, когда начала работать ассоциация АЯМ, то использование активности молодежи, использование новых методов хозяйства, конечно, Василий Владимирович, он во многом и опережал нас. Я в 1991 году работал в СМП-574 в Алдане главным инженером. Вот. И мы там с Василием Владимировичем лично пересеклись. Как раз тогда заканчивал свою комсомольскую эпопею и создал Ассоциацию строителей АЯМ. В те годы, значит, мы пытались изо всех сил строить железную дорогу на последних ресурсах. Вот, не бросали это дело, помогали друг другу. Разруха экономических связей, дефицит, инфляция. Значит, и в это время, конечно же, шла борьба, будем говорить, буквально за выживание. Василий Владимирович тогда возглавил такую ассоциацию строителей, предприятий по строительству Амуро-Якутской железной дороги, которая была занята не только, собственно говоря, технологическими процессами самого строительства, но и поиском средств, значит, средств не только для стройки, но и для существования самих трудовых коллективов, потому что невыплаты зарплаты надо обеспечить и питание, значит, и семьям, и детям, и материальный ресурс достать. В общем, такая круговерть.
Мне, в частности, пришлось, уже не работая в Су-89, но с этим трудовым коллективом мыть золото в Китае. А там за золото мы получали юани, шли на рынки, покупали продукты питания, сухие молоко, макароны, отправляли сюда, в бамовские поселки. Здесь по талонам раздавали их для того, чтобы хоть как-то поддержать. Я считаю, что Василий Владимирович, он получил большую школу, которая предваряла вот его нынешнюю работу генеральным директором акционерной компании «Железные дороги Якутии». Это, я имею в виду тот период, когда он возглавлял Балтийскую строительную компанию 19. Это было на строительстве подъездного пути к Эльгинскому месторождению углей. Строили в то время ветку Улак-Эльга, открывали строительство начало. Я за свою жизнь работал во многих местах, под многих руководителей встречал. Ну, Василий Владимирович руководитель нормальный, хороший руководитель, честный, добросовестный. Его и неуемная энергия, конечно, тогда меня немножко поразила, потому что с такими людьми не встречался я. Некоторые объекты кто-то не верил, а вот у него глаза горят, он доказывает, что вот это надо, вот это будет, и вот это будет работать так, и мы это сделаем. Работа транспортных строителей, почему она его закалила? Потому что это сплошное созидание. Это постоянное изменение обстановки, это постоянный, поиск чего-то нового, это постоянная борьба. Вот. А там он на БСК-19, он прошел полный период создания предприятия. Очень помню строительство храма в Тынде. Это было очень тоже интересное время. Все мы на него смотрели, как он растет, как он там все поднимается, этаж за этажом, как появляются купола. И мы отдали дань уважения всем, кто делал, в том числе и Шилохину. Я совершенно уверен, что мы справимся с задачей, и в 2010 году дорога выйдет на правый берег реки Лены. Возрождение стройки началось в 2000 годы. Василий Владимирович с 2002 года возглавил уже непосредственно акционерную компанию «Железные дороги Якутии». Почему? Потому что идет стройка, и уже надо начинать налаживать деятельность самого предприятия «Железных дорог Якутии», уже эксплуатационная его часть. А эта задача очень непростая. Это очень серьезное дело. Это взаимодействие с крупнейшим перевозчиком России, с РЖД. Это работа на высоком уровне, с тарифами, с подрядчиками, работа с территориальными органами власти. Я считаю, что одним из таких личных вкладов это модернизация магистральных и маневровых тепловозов. Практически на 80% оснастили все свои станции. Еще даже РЖД не столько в процентном отношении, если в масштабах взять. Обеспечение строительства своих ремонтных площадей. То есть мы практически, так скажем, по многим позициям ушли полностью от зависимости от каких-то компаний, которые раньше нам выполняли эту работу. Мы это не делаем там, мы это сделаем у себя, это делаем у себя, это мы делаем у себя. Но это совсем другая уже, так скажем, позиция и самой компании. Организаторское качество Василия Владимировича со своим блеском полным проявились. Я должен сказать, что транспортные строители и компания «Железные дороги Якутии», они вместе построили эту железную дорогу до Нижнего Бестяха. Реконструкция участка Алдан, Нерюнгри-Грузовая, в том числе станция Нерюнгри-Грузовая, станция Денисовская, станция Чульман, станция Чульбас. В этот же период мы участвовали в реконструкции всех наших угольных предприятий. ЖДЯ, это сила, правда. Я даже сужу по последнему объекту. Мы на РЖД, строили разъезд Акурдан. И мы его сдали, в декабре месяце была приемочная комиссия, и все подтвердили, что этот разъезд сделан самый лучший. Проводил переговоры с РЖД на обновление сквозного тарифа. И это ему действительно удалось, и благодаря этому изменилась схема завоза грузов в республику. Возникали какие-то идеи, они сначала казались абсурдными, а потом, что называется, шаг за шагом, потихонечку Василий Владимирович загорался этим делом, и он доводил все эти вопросы до конца, и много о чем мы мечтать не смели в свое время.
Вот, сегодня стало абсолютной реальностью. Начинается посадка на пассажирский поезд с сообщением в Нижних Бестях, Благовещенск. Были, значит, освоены направления, значит, до Благовещенска, Иркутска, Хабаровска, Владивостока. Василий Владимирович его ставил именно сделать благоприятные и комфортные условия для пассажиров. Везде Василий Владимирович, он очень неистово и вот такой, со своей такой энергией защищал вот эти все и ставил эти вопросы не только вот перед руководством нашей республики, перед российскими железными дорогами, конечно, ну и перед правительством Российской Федерации. Должность, власть людей меняет. Они становятся, обрастают какой-то броней. Василий Владимирович у нас абсолютно не такой. Вот он всегда помнит ветеранов, всех, с кем он начинал работать. Он их очень ценит, уважает, всегда помогает. Он всегда поддерживает. Подготовка кадров для него является одним из важных направлений его работы. Если раньше мы какие-то квартиры снимали, покупали, на сегодняшний день у нас есть свои дома, и мы можем привлекать любых специалистов к нам на работу. Семья приезжает работать, а нету жилья. И, конечно, им не в общежитии жить, а нужно свое жилье. И Василий Владимирович всегда находил жилье. Когда мы приехали молодыми специалистами, нам выделили жилье в Тамоте. Потом в последующем мы проживали в Алдане. Я честно скажу, сегодня, если бы не Василий Владимирович, который помог выжить людям натуральным образом, мы лечим, и он всегда идет без всяких обсуждений, именно онкология, да, сложные операции. С 2014 года, когда на Украине пришли в Киев неофашисты, то одна Якутия, благодаря таким руководителям, как Василий Владимирович Шамохин, уже тогда включились в гуманитарную помощь по оказанию Донецкой Народной Республики, Луганской, вообще Донбасса. Он, конечно, очень любит Алданский район. В Тамоте, значит, будет строиться рыборазводный завод. Железнодорожники, транспортное строительство нацелены на то, что надо продолжить АЯМ, надо довести его до Магадана. Значит, и Василий Владимирович один из главных инициаторов, значит, вот этого проекта. Ну, смотрите, и всякие конференции он проводит, и на федеральном, республиканском уровне вопросы ставит, и журналистов направляет, и в средства массовой информации выступает о необходимости этой дороги и так далее. Ну, значит, знаете, капля камень точит. И самое главное в нашей жизни – это человеческая воля. Значит, вот он как бы показывает о том, что можно все-таки сдвинуть эту проблему. Прорабатывается проект строительства той же дороги на Магадан, да, и уже там начинают там идти какие-то комментарии, что опять там проекты, опять начинают там небылицы рассказывать там и тому подобное. А мы, вот работники, мы верим, что если Василий Владимирович поставил задачу, он будет идти, он будет добиваться, он сделает все для того, чтобы этот проект реализовался. Вот такой вот человек наш Василий Владимирович. Мы его очень ценим, любим и уважаем. Акционерная компания «Железные дороги». Вот это состоялся. Состоялся коллектив Якутских железных дорог, значит, который способен эксплуатировать любой участок. Я могу сказать, что сегодня нам добавьте еще участок там, в ту или в другую сторону, мы его будем эксплуатировать. Еще сможем эксплуатировать. Просто состоялся коллектив, который способен решать. Он настоящий созидатель. И, конечно, я хотел бы поздравить Василия Владимировича с юбилейным днем рождения, пожелать ему, самое главное, крепкого здоровья. Для того, чтобы, значит, у него были силы на себе нести эту крайне тяжелую, но, я считаю, приятную ношу железные дороги Якутии. Мне кажется, у него вот этот задор еще комсомольский, еще с тех времен, остался на всю жизнь. Нужно брать с него пример его энергичности,
амбициозности в хорошем смысле этого слова. Хотелось бы пожелать Василию Владимировичу долгих лет жизни, здоровья, удачи, новых предложений, новых решений. Чтобы мы радовались вот тому, что у нас есть такой руководитель, как вы, и он из комсомольской нашей, так сказать, биографии. Успехов, благополучия. Мы тебя ценим, уважаем. Ты наш самый лучший руководитель. Если таких людей, как вы, было в стране намного больше, я думаю, что мы были не последняя экономика в мире, если бы не первый. Если бы каждый отдавался вот так вот работе, и умел ее делать. Темп, который вы взяли, останавливаться, я думаю, что нельзя. Надо только идти вперед. Мы, конечно, будем всегда с вами рядом. Я от всей души поздравляю тебя, желаю тебе здоровья, желаю сохранить эту энергию, которая в тебе есть, и желаю сохранить ясность ума. Встретить этот день, провести, хотя бы на миг забыть о работе в кругу близких, дорогих ему людей, друзей, родных. Расширение семьи. Первый внук есть, дай Бог не последний, и слава Богу. Вот. И всего самого-самого наилучшего.